Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Вчера был сумасшедший прилет. Встречала 3 наших и одну красавицу другого куратора. Прилетела Элиза, просто шикарная девочка. Ее жизнь мне была не безразлична. Я очень хотела ее спасти. Видимо, она тоже пережила сильный стресс. Переноска просто в хлам. Прилетели и 2 черных однопометника, которых мы успели спасти. Напряженный вчера был день, но вот еще 4 жизни спасены. Собаки долгожданные, выстрадали они свое спасение. Так хотелось бы знать, что они думают, когда у них происходят перемены в лучшую сторону, но они не знают еще об этом. Вот Элечка, как стрессанула. Думала, опять надо бежать, спасаться, головой крутит. Но никто не замахивается, никто не кричит, не бьет палкой. Собаки все адекватные, добрые, к человеку ластятся. Как радостно, когда их спасаешь. И как горестно от того, что думаешь, на что их дальше спасать, на что их содержать, как мы выдержим, как мы выживем дальше. Вот это вот тяготит меня больше всего. Так, это у нас вот такая девочка стрессовая у нас. Хорошая, добрая. Сейчас прям будет буквально. И вот это вот, кто это? А, черненький. Черненький. Вот он какой. Ой. Вот он какой. Ну, подожди, малышка, подожди. Все вам помогают. Так, а ты тоже красавица. Ты красавица. Стрессовая немножко ситуация. Неожиданная. Из-за погрызанной. Вот из-за этой вот. Да? А там черная чисто, да, наверное? Да, черная. Вот такая банда приехала к нам. Все разгрызла, переноску разгрызла. Вылезай давай. Держите, давайте, а тогда там открою. Да сейчас вообще окончательно сломал. Да, а то сейчас Да здесь сломаю. уже трындец. Давай иди, что вот отсюда. Да. Вот банда. Выходи, банда. Девочка банда. Ну, что попортил? Попортила. Попортил? Эй, ты и разбойница. Ну, ты разбойница. Сейчас мы ее через дверь, как девушка настоящая, выведем. Ой, что у тебя, ну шаг тут какая-то. Фигня, грязь какая-то прилипла. Грязь прилипла. Давай иди через дверь, как приличная девушка. Иди сюда. Иди сюда, эй. Давай, забирайся. Давай туда забирайся. Забирайся в обратную сторону. Держи. Давай, голову убирай. У нее тут голова проваливает. Так, давай в обратную сторону. В обратную сторону. Давай. О. Вот на свободе. Ребенок на свободе. Вот он, ребятенок. Все, Туалет хочешь, да? Угу. Конечно, терпела. Я благодарю, друзья, всех, кто спасал жизни в кровавом якутском январе. Мы сделали все, что было в наших силах и даже сверх того. И вот она, наша стая спасенышей. Многие вылечены, простерилизованы, многие уже в семьях. Но что же делать с ними, которые на передержках? Они уже привыкли к сытой, безопасной жизни, к тому, что их не бьет человек, не обижает. А вот теперь я вам скажу, что я не тяну их содержание. Нет, не тяну. А впереди еще более трудные времена. Что же делать? Каждую минуту думаю только об этом. Как выжить?
Это моя боль. Это называется наспасалась. Что делать с этими спасенышами? Как их содержать? На что теперь мы будем выживать? Как быть? Как лечить? Как оперировать? Я даже не говорю и притормаживаю операции, потому что я боюсь за это даже браться. Если я не тяну содержание, то что делать тогда с лечением? Друзья, видимо, и наступило время расплаты. Мне совершенно нечем оплачивать содержание собак. Я могу долго перечислять финансовые проблемы, но суть такая. Мы не рассчитали наши возможности, и мимо гибнущих пройти было невозможно. Вы и сами такие, правда? И никто не мог знать заранее о происходящих событиях, которые сейчас нас всех коснулись, о блокировке зарубежной помощи. Но не могли мы этого предвидеть. О том, что жить станет труднее во всех смыслах большинству людей. Те, кто раньше мог пожертвовать 1000 легко, сейчас с трудом выкраивает 100-200 рублей. Такова суровая правда нашей жизни. Спасали, пока была возможность. Ведь самое главное спасти сегодня, сейчас, а не думать о потом, что будет через несколько месяцев. Но нельзя было пройти мимо, друзья, ну нельзя. Мальчишка Алан, скитавшийся, жил в Якутске под чьей-то дверью. Не пускали его за порог. Не стал он домашним, но долго приходил к этому крыльцу. Может, подкидывали кусок еды, а может, надеялся на что-то. Потом пропал, думали, погиб. Оказывается, забрал отлов. Попал он в ППЖ. Оттуда я решила его забрать. Погиб бы он там. А по приезду в Москву при кастрации обнаружилась венсаркома. Далее обследование. Опасения подтвердились. Если лечить, то лечение на пару месяцев. Но лечить не на что. Если начинать, то химию пропускать нельзя. Казалось бы, спасли. Надо опять спасать. Помогите, друзья. Без лечения он умрет. Вот еще у нас прошел 1 месяц, апрель. За апрель мы вывезли 22 хвостика. Простерилизовано в апреле 13 собак. Уехали в семью 12 собак и 3 котенка. Построены вольеры в ППЖ. Это была дорогая стройка. Сейчас мне не дают покоя построенные кем-то до этого вольеры, где собаки окружены металлическими ограждениями, профлистом, глухо, и не видят собаки, что творится вокруг. От этого у них летит психика, появляется повод подрать друг друга, потому что собаки не должны быть в таком металлическом глухом ограждении, как в железном мешке. Крыши будок рифленые, там и моча, и кал, и дождь, и снег. И в этом собаки вынуждены лежать. Крыши тоже нет, поэтому снег, дождь, а скоро испепеляющее солнце, жара. Это издевательство. Неудивительно, что у некоторых летит психика. Необходимо просто срочно отодрать листы металла и заменить их сеткой, рабицей, хотя бы с одной стороны. Сделать крышу, поменять верхнюю часть крыши у будок. Да что я говорю, в данный момент я не тяну
спасенных-то собак. Просто это боль. Видеть, в каких условиях они живут. Да все бы ничего, все бы ладно. Да только собаки вот друг друга от такого стресса и от такого замкнутого пространства раздирают друг друга, и мы это видим периодически. Делюсь с вами своей болью. С этой болью я живу уже несколько лет. Ежедневно я вижу такие глаза и ежедневно получаю сообщения о том, что их уже нет. Их плач постоянно снится мне по ночам, как и умоляющий взгляд. Это трудно, так жить. Знаете, я давно заметила, что гибнут самые умные и человечные, которые сродни человеку, которые могли бы быть компаньоном человеку. Дикие и смелые как-то могут за себя постоять, а вот таким почти невозможно остаться в живых.